Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы начинаем очередную программу «Редколлегии». Сегодня в студии у нас Владимир Степанов, генеральный директор медиагруппы «Сетим», обозреватель газеты «Кым», Анна Лебединская, журналист, Николай Борисов, специальный корреспондент Якутского Саха-информационного агентства. Сегодня наша тема – это военная журналистика, современная военная журналистика, то, наверное, для чего сейчас люди и как ездят туда, значит, вообще вот в те места, скажем так. Вот у нас Сирия началась очень в свое время, ярко освещалась в федеральных СМИ. Сейчас у нас вот специальная военная операция. Да, и, скажем, есть определенные отличия в наше время военной журналистики. И сейчас вот совсем недавно мы с нашими коллегами, значит, по очереди с коллегами из НВК Саха съездили, обучились в Российском университете спецназа для того, чтобы продолжить освещение, значит, военной специальной операции и того, как служат наши якутяне там, потому как помним, когда все это, значит, начиналось, у нас так называемая информационная война начиналась гораздо раньше. И сейчас для того, чтобы показать, что происходит на самом деле, мы, наши коллеги, приняли решение, что необходимо нашим жителям, якутянам, узнавать информацию из первых рук, скажем так, не из WhatsApp, не откуда-то еще, значит, да, а непосредственно с мест, с тех мест, значит, где это происходит. Ну вот у нас Николай до этого уже ездил, да, в принципе, смотрел, что там происходит, да, вот, и какие там условия, что там происходит. Вот я думаю, в том числе интересно нашим коллегам будет, как, в каких условиях там приходится работать. Ну, можно сказать, наверное, что там все достижения нашей информационной эпохи, наверное, немножко они очень далеко обратно скатываются, потому что мало того, что там связи нет, так она еще и глушится, да, то есть там все обратно переходит в старинку, это блокнот, ручка, как бы, ну, естественно, проще набирать материал там с телефона, там, диктофон, не надо там огромные бобины с собой таскать, вот это вот все. Но в то же время, да, есть такие сложности, и на самом деле, мне кажется, сейчас в информационную эру люди больше доверяют именно картинке, да, ну, то есть это видеоконтент, фотоконтент, ну, в текстовом варианте, да, ну, там нужно очень большое доверие к человеку, который ретранслирует новость, то есть самому журналисту, да. Ну, если кто-то что-то написал, это менее эффективно, нежели какая-то определенная картинка. И думаю, то, что во время поездок будет не лишним, да, показать вот именно, вот стоит человек, вот эта вот местность, и он дает комментарии прямо с места событий, как вы правильно сказали, и это повысит, естественно, достоверность. Но опять же повторюсь, что там есть сложности с передачей данных, и с этим нужно как-то жить. Но опять же там нужно учитывать, что не навреди, это такая наша журналистская, конечно, история по поводу того, чтобы, например, там место дислокации каких-то там определенных наших войск, да, там, или там ребят, вот этого всего показывать, конечно, не стоит, поэтому, когда наши материалы будут выходить, читателям, зрителям нужно учитывать вот эти моменты. В первую очередь, это безопасность наших с вами ребят, наших с вами родственников, наших с вами бойцов. То есть вот это нужно обязательно учитывать, но в то же время это действительно эти люди, действительно они находятся прямо на той дислокации, о которой мы говорим. Да, здесь есть один момент, он такой важный. Ведь друзья, знакомые, родственники хотят увидеть своих товарищей, близких, родных людей, но в то же время мы понимаем, что мы не можем их раскрывать. Да? Это обычно, ну, сами бойцы решают, да, раскрываться или нет. В то же время я думаю, что мы будем это делать таким образом. Конечно же, придется нам менять имена и так далее. Ну, скажем, там Иван, имя изменено, там
такой-то улус, такой-то наследник. Все, я думаю, что люди и так поймут, кто это и так далее. То есть всем остальным будет неизвестно, но близкие люди поймут, что это их человек, их Да, знакомый, близкие, конечно, узнают. их сосед. Поэтому мы вот решили, что работать будем примерно так. Да. А он уже там передаст приветы всем родным, близким, без имен и так далее. Ну и самое главное, о чем волнуются люди, люди волнуются о том, как они вообще обеспечены, как живут, да, все ли нормально. Ну вот наши журналисты, когда выезжали в военный Восточный округ, они много раз показывали, да, на самом деле, как ситуация обстоит, что на самом деле то, что положено по уставу, у всех есть, но о том, что там дополнительные вещи, конечно, они нужны, и работа в этом плане ведется. Вот. Единственное, значит, тут есть определенные моменты, связанные, значит, ну, с риском для жизни журналистов, да, и то, как они должны себя вести. Ну вот про это, я думаю, там, ну, Николай еще расскажет. Да, Виктор Джамаханович сам присутствовал, сам знает, когда мы учились в Российском университете спецназа. Естественно, там основной упор делается на медицине, да, то есть мы не комбатанты, это нужно тоже понимать, мы как бы с оружием напрямую не работаем. Но в то же время там есть такой момент, чтобы просто не мешать военным выполнять поставленные задачи, не находиться на линии огня, не растеряться, знать откуда, куда в случае там прилета или стрелкового боя укрытие. Ну, там очень много таких моментов, которые, в принципе, в какой-то экстренной ситуации, они действительно могут спасти, наверное, жизнь не только как бы самого корреспондента, оператора, там, да, а именно всей боевой группы. Почему? Потому что от слаженности действий оно зависит, от понимания вообще и слаженности действий зависит вообще как бы выживаемость всех, потому что там как бы не до шуток и действительно там очень все серьезно. Мы смотрели очень много видео, смотрели, изучали тактику действий, изучали на практике, как это происходит. Это да, там надо знать очень многое на самом деле. Опять же, обычные навыки, которые пригодятся в гражданской жизни, я думаю, да, там, например, там, как поставить турникет тот же самый, там, как остановить кровь, оно в принципе, оно здесь вот в республике у нас, оно очень много где может пригодиться. Почему? Потому что у нас, не сказать прям боевые, но тоже экстремальные условия, да, те же минус 50, да, там, например, сколько мы делали репортажей с нашими со скорой помощью, да, они же зимой, они вообще не тормозят, там, особенно если касается детей, там они прям летят на реактивных скоростях, потому что там каждая секунда важна. А если бы наши жители знали, как оказать помощь какую-то определенную, да, там, не дай бог, ДТП какое-нибудь произошло, то как бы выживаемость, она бы повысилась в несколько раз. Мне кажется, такие навыки стоит подумать о том, чтобы их привить вообще всему гражданскому населению. Почему? Потому что это очень полезно. То есть в медицине там прямо очень плотно, да, уделяют? Очень-очень плотно, да. Там такое, там очень сложно бывает. Там моменты, например, когда отыгрывается ну, какое-то тактическое передвижение, и твоего товарища он получает ранение, а там вся эта искусственная кровь, там взрывы, там стрелковый бой, там рядом все, там, конечно, первые разы мы очень сильно терялись, да. А потом, да, потом уже когда ты его перевязал и вытаскиваешь с так называемой красной зоны, вот там понимаешь, что физическая подготовка нужно иметь, да, там какой-нибудь Евгений, там, например. 120 килограмм, да, это довольно-таки сложно на самом деле. И физухой нужно заниматься, конечно. Ну вот наше поколение, да, ну, которые вот и младшие, и старшие, которые, ну, 30 лет мы живем в условиях рынка, и очень много американских фильмов, когда вот достают этот пресс, карточку, да, кричат: я бегу к вам, в него не стреляют, ой, мимо пули проходят. Да, это, конечно, только в фильмах, а в реальной жизни там эта же война все-таки не разбирает. Там ты, если, тем более, если ты корреспондент, ты будешь освещать как, ну, настоящее, реальное, да, и правду будешь доносить до населения,
специально будут охотиться. Так Да, это и есть да. приоритетная цель там. Так вот в том-то и это дело, да. что даже вот сейчас, которые вот маститые, так сказать, военкоры, тот же Евгений Поддубный, Александр Сладков, они же сами рассказывали, что даже в Сирии вот эти моменты начинались. Если в дрон там или где-то видят в прицел пресс на касках или на жилетах, это главная цель. Это Да. главнее Да. даже, чем Да. солдаты становятся. Да, да. Потому что именно глазами журналиста люди видят все происходящее на самом деле в той зоне. Это говорит о важности той работы, которую исполняем мы, наши коллеги. Информационная война, она, наверное, ну, почти так же очень важна. Ну, И- даже Цунцзы, Да, искусство войны. информационная война. Поэтому нам несколько раз говорили, что не вздумайте там клеить на себя пресса и так далее. В первую очередь, говорит, по вам Будут стрелять, прилетит да. и все увидит. Поэтому в этом плане, конечно, моменты есть. Вообще, вот если говорить, да, как вот редакция газеты «Кым», общаетесь с читателями, и вообще какие потребности у читателей вот именно в плане специальной военной операции, тогда что они хотят узнавать, о чем бы они хотели слышать, вот именно с тех мест. Вот очень интересно. Ну, вообще, вот военная журналистика, вот это новое явление в якутской журналистике. Даже во время войны ни одного корреспондента с нашей стороны не было на фронте. Просто вот ездили писатель Сорна Маллон и Сергей Васильев. Вот они ездили на вручение вот, посылок и другой вот необходимой вещи, которые нужно было фронту. Фотография оттуда сохранилась, одна есть, я видел так, ну все, наверное, видели. Если еще взять из истории, то во время Чеченской войны, насколько мне известно, вот двое, кажется, вот ездили, вот Александр Стручков и Ананий Слепцов. Ананий занимался, вот, написал книгу даже, ну он умер давно. Ну, Федор Григорьев еще ездил. Да, Федя еще ездил, да. Вот, а сейчас даже не сравнить условия, да, которые вот сейчас там происходят. Все это в новину, и никто, например, даже из населения, около 80 лет мы живем в мирной жизни, как-то отвыкли от всего, что было связано с войной. Война была как, остается как далекие грохоты, которые вот слышали наши деды, бабушки, что-то как бы далекое, да, и тем более мы жили в глубоком в тылу. А сейчас вот она уже как бы по новой приходит в наши дома, и читатели в первую очередь, они интересуются, живо, конечно, интересуются, что там происходит, как живут, и в первую очередь это как наши ребята проходят службу, так, как их обеспечение, так, как воюют, это очень, как сказать, интересный вопрос, да, но человек побывал прямо на передовой, знает, что видел, знает, как воевать и как он воевал, ну, информацию из первых рук. Так, и поэтому вот, мы работаем с теми, кто пришел с фронта, ну, фронтом уже не назовешь, это уже как бы с боевых позиций, можно так сказать. И очень много, я написал 2 проблемные статьи о тех, кто считается пропавшим без вести, да. Ну, что интересно, самое главное, да, вот есть свидетели, которые видели, да, как он погиб. Одного под днищем бронетранспортера взорвалась мина противотанковая, а там броня тонкая, от него ничего не осталось. Это подтверждает командир и кто был там внутри, наводчик, да. И второй, рядом с ним был командир, когда вот мина взорвалась, и он погиб. Так. Есть видеорассказ, но из-за того, что тела ихнего нету, не смогли взять, потому что это оказалось в вражеской территории, считаются они как бы пропавшими без вести. А пропавшими без вести со времен Великой Отечественной войны как бы нарицательно
считается, да, пропал без вести, особенно во время Великой Отечественной войны, если пропал без вести, он, может, перебежал к врагу или находится в плену. И поэтому вот эту проблему нам тоже как-то вот вытащить, и тех людей, которые вот действительно погибли, может изменить признание погибшими или умершими. Ну, такие вот запросы от общества есть, потому что вот все люди, которые пропали без вести, не могут получить все льготы, которые предоставляет государство, так? И они не должны как бы оставаться обделенными. Ну да, в этом смысле я вот в самом начале, да, когда началась специальная военная операция, все-таки что-то слышал, что там, по-моему, собирались или приравнивают пропавших без вести, да? Да, вот сложно, конечно, было как раз в Великой Отечественной войне. У меня прадед защищал Сталинград, и там пропал без вести, да? Хотя я потом уже через годы, уже когда вырос, встретил человека, который с ним вместе был, призывался, значит, Соколова Михаила Николаевича. И он рассказал, говорит, что они вместе служили, и рассказал, говорит, что да, он тоже был свидетелем этого обстрела, там страшная белость. Он говорит, там просто, в Сталинграде просто нечего было хоронить, поэтому нет, грубо говоря, тела, и все, и пропавшие без вести. Но сейчас ситуация, она меняется, в том числе с учетом и того опыта. И, конечно, этот момент, наверное, нам на этот момент нужно обращать внимание. И вот те моменты, о которых вы сказали, это обеспечение, это проживание. Ну и сам момент вообще, как там же тоже идет жизнь, ведь не постоянная война. Да. Как нам сказал инструктор, в Российском университете спецназа, говорит, за Сирию и вот за нынешнем конфликте, говорит, да, я, говорит, всего 12 раз стрелял, говорит. Но в то же время 15 раз оказывал медицинскую помощь, потому что артиллерия. Сейчас, говорит, такой конфликт, что человек не видит противника. Прямое стрелковое соприкосновение происходит редко. Вот, да, поэтому, говорит, там, очень много бывает времени и для отдыха и так далее. То есть как это все проходит, насколько там условия и так далее. Это, наверное, тоже нужно осветить, потому что как связь с родными осуществляется. Да, тоже важно. Я вот вчера тоже общался с моим товарищем, он с Хабаровского края. Вот он сам военный, он контрактник, он давно уже там. Вот он пишет, говорит, что есть возможность связи, отправляет сообщения, как там дела, там и так далее. Но мне показалось, что он как бы меньше знает, чем мы. Да, то есть у них там, видимо, ограниченная связь, телевидения, понятно, нет, радио нет, там и так далее, там, видимо. Условия освещения, вот, скажем, военных действий очень специфические сегодня. Да? Ну, например, во время Великой Отечественной войны это основной источник было радио. Вот на площади Ленина, там, говорят, висел черный репродуктор, из которого где-то в 12 часов, что ли, выступал Левитан, подключались, люди подходили, слушали, узнавали с фронта. Но это были самые оперативные, скажем, сводки с фронта. А сейчас, во время афганской войны, там телевидение, там большую роль играло. Там Михаил Лещинский был, еще кто-то, подзабыл, да, по-моему, 2 или 3 ездили постоянно. Но, с одной стороны, тогда вот смеялись, вот, как за ними ходят очень много военных, да, они вот не на передовой снимают и тому прочее. Но сейчас становится понятно, да, что за ними тоже охотились тогда, чтобы правду они не доносили до своего населения. Ну, поэтому вот это уже с тех пор начало вот. И все это, тогда вот афганскую войну особенно финансировал и поддерживал американский вот империализм. В то время мы называли так, да, а сейчас вот ничего не поменялось. Да, ничего не поменялось. Да, вот те же самые, и поэтому надо нам научиться, и если наши ребята будут ездить, освещать, да, надо им пожелать, чтобы они берегли себя, возвращались, и мы будем смотреть их репортажи с большим удовольствием, потому что они будут говорить правду, которая есть.
Ну вот вы очень интересную тему затронули, да, как освещалось радио было. Это, я думаю, наши зрители сразу же эту тему заметили, да. Сначала было радио, потом, значит, телевидение. Сейчас понятно, да, WhatsApp, Telegram. Интернет. Да, интернет, Вот да. сейчас эпоха интернета. И, кстати, как там вообще с обеспечением связью? Я говорил уже, с этим там очень плохо. А как тогда передавать информацию? Вот если ты, например, Надо приехал, переезжать. то есть Ты набираешь, и едешь обратно и ищешь возможности какую-то там, или более Wi-Fi, безопасное или место. и перекидываешь. В прошлый раз, вот когда ездили в Волноваху, да, у меня фотографии полночи уходили. Фотографии — это даже не видео. То есть, там со связью проблемы, да. То есть, Мне просто интересно вот всегда, как вот те же военкоры, да, федеральных телеканалов, как они передают информацию. Они же очень оперативно вот это все делают. Или даже в Телеграме там вот тот же Сладков, он прям ходит и снимает. У них, может, рюкзаки есть спутниковые. Да. Тоже вариант. Но вот вопрос, если есть там спутник, то как это вот, если у них есть это точки оборудование? с нормальным интернетом, естественно, они существуют. Я не сказал, что прям там черная дыра какая-то. Но, естественно, есть какие-то вещи, где там... Где вышки стоят, да, Да, наверное? Что-то такое, да? Ну, они тоже вот ездят, когда вот не просто так, куда попало, приехали, снимают. Они, видно же, что готовят этот репортаж, говорят, что мы едем туда-то, да, будем столько-то минут, что по дороге, дома и какие-то вот ориентиры они не показывают. Приехали, быстро сняли и снимается, да? Да, вот таким образом только так. Сейчас еще в нынешних условиях тоже, чтобы не раскрывать свое место дислокации, стали так делать, что вот человека показывают, а вокруг него все заблюренное. Или просто так узкая дорога, и тоже и вокруг вся местность заблюрена. Тоже поэтому они еще и некоторые материалы они выжидают около месяца, чтобы там войска поменяли дислокацию на свете. То есть это действительно безопасность наших ребят, поэтому тут каких-то вопросов определенных не должно быть. Потому что, скажем, да, есть два столба рядом стоят, и там внутри блиндажа поговорили, вышли, да. Дроны же летают, можно очень быстро сравнить. Абсолютно, вот отсюда, вот, а значит они вот тут сидят. Да. И туда мы тем более изучали в Руси, как работает артиллерия, то есть у нас есть представление, как это все наводится через дроны, там, как артиллерия будет накрывать, то есть мы это сейчас знаем. И поэтому вот эти вот какие-то точки, которые могут высветиться во время эфира, там, да, их нельзя показывать ни в коем случае. Там это делается элементарно, это 2 клика всего на самом деле. И геопозиционирование выключено. Да, позиционирование страшно. И опять же вы сказали, помните то, что наши коллеги во время афганской войны где-то находились в тылу. На самом деле сейчас-то такого нету. То есть нельзя сказать, что где-то определенный тыл, потому что вот эти хаймерсы все, да, они накрывают-то просто элементарно. Они узнали, вот ты передаешь какую-то эту информацию, и туда, и как бомбануло, понимаете. То есть там красная зона, она фактически везде. Там даже на передке может быть проще, потому что они какие-то пристреленные, и люди знают, откуда прилеты. А там то, что сейчас творится с Донецком, это же просто страх. Насчет этого, да, вот мы что снимаем, показываем, это значит, там смотрят, да. Возможно, это сравнение неудачное, возможно, да, но я вот хочу сравнить один момент, да, вот. Недавно был в WhatsApp, вот один парень показывал свой окоп, да, где он сидит, так. Он сказал, мы взяли Павловку, так, и будем дальше наступать. И потом через 2 дня или что, он погиб. Возможно, из-за того, что он раскрыл это видео, увидели. Возможно, естественно, там просто и слежка вот за этими вещами там очень серьезно. Вот поэтому там работа военного журналиста будет заключаться не только там освещению, да, но и сохранению жизней бойцов наших. Не навредить. Сколько мы не разговаривали, да, с людьми, которые были в зоне специальной военной операции, которые вернулись, они важный момент отмечают все. Они все тоже, как и мы, наблюдаем, что там происходит, и интересуемся. Они также интересуются тем, что происходит в тылу.
И когда в тылу происходят какие-то непонятные волнения, что-то не то, люди не так воспринимают и так далее, это очень сильно и сильно их да, им мешает. Да, поэтому вот есть такой момент, когда ты вот работаешь в предприятии большом, да, промышленном, приезжаешь там, скажем, при службе, да, приезжаешь и пытаешься там, значит, вмешаться в процесс, не вмешаться, там, покажите, что вы делаете. Блин, что пришли, мешают тут, понимаешь, там, туда-сюда, да, ну, обычно так, там, вон, одели там белые каски ходят, тут у нас на предприятии мешают, да. Но простой мужик, работяга, он, конечно, думает так, и, наверное, это с его точки зрения правильно, но тут нужно понимать, что человек это делает для того, чтобы показать, как он работает, да, для того, чтобы все видели, что это предприятие хорошее, работает, что все успешные, не только цифры показывают, да, а показывают в том числе и вот картинка, и то, что пишут. То же самое вот задача всех тех, кто будет из республики выезжать туда для освещения, это показать, как там происходит на месте. Ну, будет, наверное, скорее всего, не все, наверное, вообще многие, наверное, будут так, блин, что приехали, что тут вам тут надо, ну, да? это наша, как знаменитая Усаха, ультраскромность, вот эта вся. Опять же, это влияет. И самое главное, наверное, самое большое, что видеть лица своих родных, знакомых. Балаклавы. Да. Но только глаза можно увидеть. Без, скажем, опознавательных каких-то точек. Пусть даже через балаклаву, но мне кажется, родные это все равно узнают. Я говорю, если иногда даже по затылкам узнают буквально. Да, по походке. По походке, да, и звонят и предъявляют претензии, то тут наверняка будут. Все равно узнают. Ну, вот, поймут, что это да, они, вот это и что они живы, здоровы, все один хорошо. пример, да, вот в июне вот мой племянник погиб, да, там. И мать его, по-моему, в мае увидел одного балаклави, да, который вот раздавал гуманитарную помощь. Да? И она по Первому каналу показали вот коротенький такой отрывок. И она узнала, что это наш Захар там стоит, работает на раздаче. Да, вот все-таки чувство матери есть со своими. Да, это было и в Отечественную войну. Да. Тот же там, та же песня, вот она же на реальных событиях про Алексея Алешенко. Это же реальные события, на основании которых написали стихи, и потом была песня. Я вот закончу свою мысль, да, насчет того, что вот мы показываем, да, и насчет того, что, конечно, нам вряд ли там будут распространенные объятия военные нас встречать, но главная мысль, которую я хочу закончить, как раз-таки показав, как они работают там, как работают, и в том числе отдыхают, как вообще проходит у них день, да, здесь люди будут понимать, и не будет это вот оголтелое лишние каких-то паник там и так далее, потому что мы же видим, как сейчас работают с Запада, через некоторые социальные сети и так далее. Они сейчас настроены, два момента, значит, вызвать панику в тылу, значит, да, и еще разыграть национальную карту. И все это вот на фоне неизвестности, непонятия, что происходит и так далее, да. Поэтому я думаю, что если там командующий правильно понимает, какую работу делает наш брат, да, то они, наоборот, должны, наверное, помогать для того, чтобы как раз-таки в тылу все было спокойно, нормально и понятно. Вот это, наверное, вот всех тех, кто обучился, нас, наших коллег с НВК, это вот наша первичная задача. И, наверное, не сколько главное показать там, как происходит сама работа, там это и так Поддубный, Сладков это показывают, да, что там, да, ну, нужно показать, мне кажется, больше именно наших ребят, больше там, где они располагаются, да, вот в желтой зоне, да, вот за ленточкой, как они там, грубо говоря, у них день проходит, да, что они занимаются и так далее, да, ну, показать, ну, на самом деле это же тяжелое, опасное, но это же тоже работа, это тоже работа, в работе все есть. Вот у нас наш коллега Стас Сафронов, он сейчас в Кировской же работает, да? Он отправлял вот, фотографии, снялся возле Иловайска, и он написал, ну, наконец-то уехали из Донецка, да? А почему? Он говорит, тут обстрелы идут, вообще понял, что тут как очень опасно, говорит. Ну, в Донецке живут очень много людей, да. Ну, как бы они привыкли за 8 лет, да, что там обстрелы бывают, но если наш человек только приехал и увидел, что там творится, да, в мирном, так считаемом городе, то значит там, если придешь на передовую, да, вот на линию соприкосновения, там вообще да. Трудно. И ведь об этом же федеральные каналы постоянно рассказывают, как там в Донецке что происходит, каждый день мы это видим, да, в то же время мы не представляем же. Вот у нас Сулстан Владимирович приезжал, да, вот мой зам,
Он говорит, как-то странно, говорит, заходить, вот тут мирная жизнь идет, заходишь, а там магазины полные здесь, там все есть и так далее, и вода, и кран, и свет, и так далее, все, говорит. Да, по поводу воды, там, когда в Якутск приезжаешь, там, на час уйдет вода, там, и такой, да как так, а там труба, конечно, там, да, это с водой плохо все. Да, и вот наша задача, да, это вот убежденность, сила мысли. Вот если мы все вместе будем понимать, что происходит, и вместе не будем там в тылу разброд шатания вести, то у нас и победа придет быстрее. Всегда от этого сильно зависит, от силы мысли, от силы настроя. Всегда, вот если историю посмотреть, всегда же расшатывали с тыла. Да. Ну вот что было в Первой мировой войне, да? Начали в конце вроде как бы там побеждать, там все уже там союзниками же, вот она победа. Нет, тут у нас, ну, это, конечно, другая история совсем, да, но факт, что режим, там, значит, царский, он поменялся, поменяли его, между прочим, те же самые люди, которые были при власти они были, это вот, их, скажем так, там много были и таких особ, которые приближенные к императору и так далее. Вот они же поменяли. Одна из версий, что это за немецкие деньги было сделано. Факт, что были предатели, и факт, что это было внутри в тылу сделано. Да, и во время Отечественной войны сколько было попыток, да? Ведь эти жесткие законы почему принимались? Они принимались же для того, чтобы не было разброда шатания, когда вот враг был рядом с Москвой. Вот сейчас бы, если бы такие законы принимали, сказали бы, ой, там демократия под ударом, но это была необходимость. Что мы сейчас видим, кстати говоря, да, вот с этим телеканалом, который у нас был запрещен. Дождь. Да. Вот его же взяли и закрыли же. И там даже есть такая смешная инфографика. Сколько телеканал работал в России? 15 лет. А в Латвии он проработал 4,5 года. Да? Где там демократия? Где там, 4 месяца там. Где там демократия вообще? Когда нужно, делают и ни на что не смотрят. И нам тем более надо это понимать. Это часть нашей работы. Да, и тем более вот Ангела Меркель же выступила, сказала, что готовились с 2014 года. Готовили армию Украины, чтобы воевать. Это признание того лидера, который тогда был наверху, делал со всеми это грязное дело. Вот. А мы и духом не видим. Да, вот те люди, которые говорят, вот там мы начали, так далее, да? Да блин, посмотрите, Порошенко, что говорит-то этим пранкерам-то. Он сказал, он сказал же, вот буквально, это видео везде в Ютубе есть, он говорит, мы не собирались ничего мирным образом решать. Мы, говорит, в 2014 году это подписывали, говорит, для того, чтобы у нас было время подготовиться к войне. Да. То есть они в любом случае к войне готовились. Тянули. А сейчас там говорят, вот там мы там, так далее. Ну это же, блин, кто не хочет этого видеть, тот не увидит, потому что он не хочет. А кто к этому относится уравновешенно, он все равно это видит. И вот и Меркель это только подтвердила, что они к войне готовились. Они вообще давно готовятся. Они потихоньку идут. И вот мы, возвращаясь к нашей теме, мы же видим, как в информационном плане это все начиналось. Оно же начиналось потихоньку мы начали отмечать. Вот такие моменты были, да, вот как расшатывалась ситуация здесь в республике, различные политические ситуации. Куча комментаторов на разных сайтах выходят, там все плохо, так далее. Потом бах, происходит в Хабаровске, помните, там с губернатором. И они все как будто, как говорит один хороший человек, как глаз Саурона. Хоп, переместился, а айпишники-то были украинские, польские. Вот у нас тут писали. Это вот не наши люди писали. Наши думают, вот там все плохо, это наши люди так пишут. Как только произошло это в Хабаровске, да, волнения пошли, они сразу переключились туда. У нас форумы, интернет сразу стал хорош, и птички поют. Вот они тогда еще начинали. И вот сейчас тоже мы видим, да, как только там начинаются удары по энергетическим объектам сопредельного государства и так далее, да, мы же сразу отмечаем, у нас сразу хоп, и дизлайков меньше становится, и всякой ерунды меньше становится, да, и всякой вот этой вот чуши, да. А они создают фон. И наша работа этот фон сломать. Самое главное, чтобы люди понимали, что эта работа с той стороны ведется, и нами она должна вестись. А, кстати, вот с Минскими соглашениями можно сказать, что история повторяется, как договор 1939 года Молотова и Риббентропа. Там тоже они хотели обмануть, обманули, получается, да, подписали договор, и до последнего
отправляли вагоны с зерном в Германию, то, что было положено по договору. Так, сидели, думали, это провокация. Даже верили тому, что вот когда вот немцы из Франции перевели танки, которые вот с этими трубами, которые под Ла-Маншем должны были идти, даже тогда не верили, что немцы нападут на нас, на это наши как бы лучшие друзья. Ну, а теперь же вот получается, что Меркель сказала, что мы с 2014 года тоже вот глаза натирали. немцы не меняются. Мы почему-то все время стремимся в людях видеть хорошее, да, кто-то говорит, это плохое качество, наоборот, не надо там слишком доверять кому-то, но мы все равно стараемся как-то. Ну, каждый судит по себе, да? Да, видеть хорошее, а если ты вот, если все-таки человек внутри такой, вот, да, какой-то с гнильцой, как раньше говорили, то значит он и будет видеть все время. У нас же тоже есть коллеги наши, к сожалению, которые тоже любят воду помутить изрядно, написав какой-то негативный комментарий или негативную статью какую-то. Тут, конечно, вопрос к ним. Подрывая или в целом, другим. получается, доверие к журналистам. Ну, Вот есть люди, в этом проблема вот, тоже. я вот В смотрю, негативных материалах я лично ничего не вижу плохого. я вот просто хорошо, когда есть просто негативный материал, скажем так, ну, он там дает возможность кому-то подтянуться, да, скажем, ну, вот Николай написал, да, какую-то критику обоснованную, да, но есть у нас люди, да, которые за всю свою жизнь ничего хорошего не написали. Да. Вот это вот вопрос вызывает. Ну, не может же быть так, что все в мире очень плохо из одного места, да? Не может же быть такого. Ведь везде есть и плюсы, и минусы, и так далее. Нужно же как-то разбавлять хотя бы, да? Показывать, что есть правильно сделали, здесь вот ошибочку совершили, и так далее. Но вот те люди, которые всегда, испокон веков, 80-90% их материалов все плохо, ну, тут вызывает вопрос. И как будто специально еще ищут такие темы, Да. которые вот в этой теме вот вообще все плохо, там вообще ничего хорошего не бывает. даже в ничего хорошей теме плохое позитивного. найдут. Да, и даже в хорошей Типа, теме найдут негатив. что-нибудь построили, И вытащат как его построили, наружу. да? И раздуют еще больше. И вот это то, что хорошее, откуда начали, оно вообще задвигается на другой план какой-то, вообще на дальний. Ну, вот И забывается вот сразу. последние 30 лет, да, приучили людей, чтобы в первую очередь обращать внимание на негатив. Так? Если негатива нету, есть хорошая какая-нибудь информация, что построили больницу или школу, на это люди внимания не обращают. Это как бы Само собой, само собой, да. Так должно и быть, случиться, да, так считают. Вот в 2007 году вот приезжал один вот бизнесмен из Москвы, да, вот разговаривали с ним, он тогда говорил, вот приезжаю к вам, и мне становится очень хорошо, говорит, да, вот вижу ваше телевидение, там везде позитив, что-то строит, какие-то вот достижения показывает, а в нашем московском, говорит, одни убийства, коррупция, варьё и тому прочее. Тоже не должно быть как бы. Вот этот негатив, как восприятие негатива, да, уже с усилением социальных сетей перешло к нам полностью. А теперь надо от этого надо отходить. Ну, тоже не надо допускать битвы холодильника с телевизором, поэтому учитывать, ну, то есть как-то более взвешенно подходить к этим вопросам, мне кажется. Но и опять же, как бы побывав вот в ДНР, там, в зоне, да, вот этой всех событий, немножко мировоззрение там меняется в плане того, что есть понимание, что может быть гораздо хуже, да, то есть вот эти все проблемы, они большей частью надуманы, потому что Что там? Может просто тебя не быть, может Пишут в группе родителей, там что-то еще, там какие-то проблемы у них там. Да, это все большей частью на самом деле. Ну, когда рефлексируешь по этому поводу, ты понимаешь, что это все чушь, как-то так. Вообще, конечно, приходим к тому, да, что люди начинают, наверное, больше ценить друг друга, хорошие человеческие отношения, нормальную жизнь, не выискивать каких-то лишних проблем на месте хорошем. Наверное, вот поэтому после Отечественной войны люди были, говорят, гораздо душевнее, помогали друг другу на улице, не обращали внимания на мелочи, могли там того же пожурить нехорошего мальчика и так далее, не были равнодушными. Может быть, это вот благодаря тому, что они пережили тяжелые времена. Ну, у нас свои ценности, которые вот веками были с народом, ну, они, надеюсь, будут. Сделаем все, чтобы у людей был полный спектр
понимания того, что происходит. Ну, на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем и надеемся, значит, что все закончится. Но я думаю, что самое главное, в чем нельзя вообще сомневаться, это в силе мысли. Если мы будем едины в тылу, то закончится, безусловно, победой. Вот тут это дело каждого из нас, каждый из нас должен это понимать. Ну а мы все для того, чтобы это скорее свершилось, будем делать все, в том числе журналистское сообщество. Всем спасибо. До победы.